Проблемы, возникающие при перемещении товаров через Юго-Осетию на российскую границу, обсуждались на встрече представителей Государственного таможенного комитета Республики Южная Осетия и Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Во встрече приняли участие и ряд предпринимателей республики. Руководитель российской делегации Константин Муроев отметил рост товарооборота с Республикой Южная Осетия. Руководитель мясоперерабатывающего предприятия «Ростон» отметил проблему с оформлением грузов на таможне. Процедура заполнения деклараций на производимые на территории Южной Осетии товары отнимает много времени. Начальник североосетинской таможни отметил, что к концу года планируется открытие российского таможенного поста в городе Цхинвал, что позволит оформлять грузы на месте. Есть уже приказ, есть уже штатная структура, есть количество людей, в общем-то, есть порядок его функционирования. Для Южной Осетии, я думаю, так лучше будет, и нагрузка на бизнес будет падать с точки зрения сокращения временных интервалов, местонахождения поста и зон таможенного контроля. Все вопросы по техническому оснащению таможенного поста и подбору кадров берет на себя североосетинская таможня. Представитель винодельного завода «Иронсан» обозначил проблему досмотра вывозимой продукции на таможенном посту. Проблема существует в том, что мы, когда раскрываем всю продукцию, мы нарушаем упаковку, и торговые сети это все начинают потом нам выставлять претензии, что нарушена упаковка, порваны коробки и так далее, и так далее. Возможно ли как-то присутствие таможенного представителя при погрузке? Когда здесь будет пост, и у него функционал определенный будет, эти, естественно, процессы нужно будет синхронизировать. Второй вопрос повестки дня – ввоз на территорию стран, участников Евразийского экономического союза транспортных средств, которые регистрируют на территории Южной Осетии. Проблема заключается в том, что многие граждане не вывозят транспорт в отведенные временным ввозом сроки, за что, согласно таможенному кодексу, предусмотрен штраф. На учете таможенных органов насчитывается порядка 2500 автотранспортных средств, за которыми числится такая задолженность. Впоследствии при непогашении этой задолженности установленные сроки будут выноситься решения об ограничении въезда-выезда в зависимости от гражданства лица. Для того, чтобы он, скажем так, был с менее тяжкими последствиями, нужно, чтобы было транспортное средство. Если будет транспортное средство в том или ином состоянии и будет известно его местонахождение, это одно развитие событий. Если оно было вывезено сюда и здесь находится, но по базам не прошло, это самое, скажем так, легкое решение проблемы. То есть мы на основании того, что транспортное средство находится на территории Южной Осетии, будем снимать его с контроля, и задолженность сама собой не будет возникать. Ведется совместная работа таможенных служб Южной и Северной Осетии по установлению местонахождения транспортных средств. В прошлом году передали список из 2888 транспортных средств. Но, как я уже посмотрел, уже на 350 машин транспортных средств уже стало меньше в этом году. И большую работу провели, и мы определенную работу провели. Мы тоже находили эти транспортные средства, лиц, присылали вам. И в дальнейшем тоже проводим эту работу. Есть такие транспортные средства, которые по определенным причинам утеряны безвозвратно и не сняты с учета таможенного контроля. По каждому отдельному случаю будет вестись индивидуальная работа для решения проблемы. Без помощи вашей, без помощи Министерства внутренних дел, еще каких-либо других правоохранительных органов, которые так или иначе обладают информацией о месте жительства, о месте нахождения лица, о месте его регистрации, о нахождении транспортного средства, справки о ДТП, еще какие-то факты. То есть вот эта вся информация, она теперь, нам ее необходимо получать для того, чтобы с определенной части граждан это бремя снять. Представители североосетинской таможни отметили, что поставлена задача до конца года решить проблему с вывозом транспорта и с взысканием штрафов. Роза Тедеева, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня.